Иной раз не надо слушаться вас. Маша, лишь бы мне указать на мой недостаток. Что же мы будем целый час с тобой делать? Что, красавица, плачешь? Как мне не плакать? 27 лет назад поймал золотую рыбку. Дела пошла скалка. И я пока помолчу. Поболтаем. Болтай. Разве не чудо? Так красиво выглядит. Всем привет, друзья! Всем чао вам! Сегодня я вас приглашаю на готовку мясного пирога. Сегодня Маша будет готовить мясной пирог. Вернее, уже мы наелись от пуза этого пирога. И я поснимал, конечно, и сейчас буду показывать вам, как это мы снимали, как это делала Маша, а я снимал и комментировал там не только там готовка, но и беседа, там вопросы к нашим уважаемым зрителям, может кто-то подскажет там. Вот. Приготовили мясной пирог, он действительно получился очень вкусный. И как это вообще было, посмотрите, пожалуйста, в этом видео. Также призываю по традиции подписаться на наш канал, новым гостям канала. А уже подписчикам нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, поддерживайте. Репост в других социальных сетях очень, приветствуется для нас. Рецепт, как обычно, в конце фильма будет уже в титрах. Все, всем приятного просмотра. У меня тут товарищ уже тоже немножко покушал. Чуть-чуть, правда, там ему нельзя такую пиццу есть. Чуть-чуть там, чуточку дали. А он больно скакал тоже в конце фильма. Вот так. Пирог очень вкусный. Всем советую. Возьмите рецепт на вооружение. Всем приятного просмотра. Ну и, собственно говоря, сегодня у нас будет такой пирог между пирогом и между пиццей. Такой мясной, скажем, все равно скажем, мясной пирог. Такой, простейший способ. Но должно быть очень вкусно. И сегодня тоже давно мы не готовили с Машей. У Маши сейчас весенние дела, вообще там огородные дела, еще что-то. Много, короче, заботы и не очень. А сегодня какой такой праздник, День Чудотворца, и дома сидим. На улице дождь? Да, на улице дождь. Я хотел поехать на рыбалку, но меня Маша не пустила. Пожарила рыбу сама откуда-то. И таких окуней хороших. Да, Да. Поймала рыбу, говорит, не иди сегодня на рыбалку. А с утра солнечно было. А потом уже после обеда начался дождь. Солнечно? С утра же солнечно было. Ну, С утра, да, солнечно. А потом начался дождь, короче говоря. И говорит, что хорошо не пошла. Так я успел бы вернуться. Вот так. Иной раз не надо слушаться. Надо. Иной раз не надо слушаться вас. Надо послушать и сделать наоборот. наоборот. Вот так. Да. Ну так, ладно, отвлеклись мы от темы. У нас сегодня мясной пирог. Все, будем снимать мясной пирог. Как Маша делает. Наливаем теплого молока 170 миллилитров. Сахарный песок, маленькую ложку. И дрожжи 5 граммов. Дрожжи сколько? 5 граммов, да? 5 граммов, да. А вот для чего вот это называют, вот это все? Это же, сейчас вот муку, как, насколько я знаю, муку сейчас сюда не добавляем. Это, я так понимаю, для того, чтобы понять, дрожжи будут работать или нет. Так ведь? Давай. Ну да. На 5, Если, 10 минут сейчас если они дрожжи работают, да, они как бы пузырятся там, еще что-то. Это в теплое место надо поставить, да? Да. Тепленькое место. На 5-10 минут поставить? На Поставить. 5-10 минут. Все. Прошло минут 5, друзья. И вот так выглядит. Ну-ка, наклони.
Вот, дрожжи заиграли. Вот для этого и проверяем, дрожжи рабочие или нет. У нас все нормально, там пенка появилась. Мгм. Пенка появилась. Добавляем И- соль. Так, сколько примерно соли? Половину чайной ложки. Половину чайной ложки соли. Так, масло растительное. 2 столовые ложки. Так, добавили масло. И муку добавляем. Примерно сколько грамм? 230-250. Ну вот. Маша, сегодня мы не забыли масло добавить, а то в прошлый раз кексы пекли с Катюшей, Ну, и масло у нас уже как в духовке, кексы оказались в духовке, и мы поняли, что забыли масло. масло-то Ну, не может быть такого. в Ты же стакане. все время все контролируешь. Контроль, все вышло из-под контроля. Вот так. Так, ну не будем отвлекаться на меня. Давай, делай тесто. Маша, лишь бы мне указать на мой недостаток. Почему это? А вот сейчас ты, как это ты упустил это? Вот именно Ничего не этот упускаешь. да. момент. Сейчас покажем, какой густоты получится тесто. Все, уже руками. Такая консистенция, что уже руками мешим. Вот такое. Покажи там ближе на камеру, какое тесто должно быть. Вон какое. Тесто мягкое, но в то же время немного прилипающее к рукам. Немного. Да? Чуть-чуть что прилипало и все. Да. Закрыли мы занавеску, а то от света. Так, и оставляем на часок. На часок в теплое место, да? Да. На целый час. Ну, посмотрим, как там будет А что мы за час будем делать с тобой? фарш. Целый... начинку будем делать, да? А то я уже думаю, что же мы будем целый час с тобой делать? Сидеть и разговаривать. Болтать. Ладно, Так, все. все, накрываем пленкой пищевой и в теплое место. Значит, Для мясо. А фарш какой? Свиной? Ну, у меня столичный фарш. Кура со свиной. Мясо. Курица с Перемешку свинином. Да. вместе с мясом птицы, да? Да. И потом режу лук. Ну давай я тоже буду тогда поближе поснимаю твои действия и прокомментирую. Угу. Ну ты работай. Сейчас не хочешь? Ты раз меня разодорила с этими пирогами, я теперь не отстану. Пока я в рот не укушу этот пирог такой мясной. Все, я здесь буду сидеть. Ну и заодно поснимаю поближе тебя. Угу. Очень мелко режем лук. Одну луковицу. И вот тут фарш у нас. Перемешку со свиным куриный. Полкило. 0,5 килограмма. Еще в начинку пойдет 1 помидор. Я попрошу Машу у помидора, Кожуру снять. да, кожуру снять. Не люблю, когда помидор с Кожурой. кожурой и потом... Ну, короче, не люблю я это. Сделаешь для меня это с кожуру? Правда, очень это нудное дело.
А некоторые легко делают, ошпаривают как-то. Аккуратно. Ну, лук дает. Жару. Да, вон. У Маши слезы потекли. Да. Что, красавица, плачешь? Как мне не плакать? Не плачь. Краски жжет. Не плачь, я тебе это... Песенку спою. Нет, песенку спою, и я тебя любить буду. Не плачь. Так, лук, напоминаю, как-то лук блендером надо измельчать, но мы не будем блендером. Хотя блендер есть же, давай. Блендер есть, но Маша так, рубленый лук пойдет наш фарш. Все, лук пошел у нас. Показываю, ребята, уже помидор без шкурки. Короче, сняли кипятком как-то. Маша сняла, она очень быстро, она умеет шкуру снимать, оказывается, и мою шкуру снимает, и помидор. Она как-то быстро кипятком облила, и шкура она сама слезла. И помидор кусочками мелкими режем, так ведь? Кубиками режем помидоры. Мелкими кубиками. Может, крупными надо, нет? Чтобы помидоры там чувствовались. Мелкими. Опять же не спорю, Мария Олеговна, с профессиональным. Да, Да как же мун? Мун это в переводе иди. А куда я пойду? На рыбалку не пустила меня. Там нечего делать, рыба не ловится. Рыба Так не что сиди ловится. дома. Я бы поймал Рыбки золотую говорят. рыбку. Золотую рыбку бы поймал. Не знаю насчет рыбки золотой, но рыбаки говорят, что рыба сейчас не ловится. Да. Да. А мне кажется, я Так 20, это самое, сколько уже? 27 скоро будет, да? 27 лет назад поймал золотую рыбку. Да. В щеки. В щеки попалась. Да. Так, помидоры тоже пошли в фарш. Так, посолим сейчас, поперчим. Так, соль. Ну, и соль и перец, ребята, по вкусу это все. Так, добавили соль, перец, по вкусу это все. Это весь фарш перемешиваем. Сюда больше что еще идет? Приправа Зелень. может. Зелень можно бы. А для приправу для свинины же мы приготовили. Зелени у нас нет, можно зелень добавить. Давай приправу для свинины добавь, Маша. Немножко для аромату. Зелени пока у нас нету, в доме не оказалось зелени. Хотя уже на улице еще есть уже. Надо зелень-то уже, наверное, иметь собственную. Ничего еще не посадили, так откуда зелень. Зимнего лука нету. Да? Да. Ну ладно. Если Ну у нас зимний почти лук- фарш готов, давайте. Да, фарш готов у нас. Потом посмотрим, как у нас там тесто. Вроде поднимается. Поднимется, как это не понять. Может уже готовое тесто. Угу. Все, да? Все, фарш готов. Откладываем в сторонку и ждем, когда поднимется наше тесто. И будем уже... Ух ты. И будем уже делать, собственно говоря, и пирог сам. Так. Ну все, наше тесто поднялось. Где-то прошло, наверное, примерно, ну час примерно, да. Тесто поднялось, такое нормальное тесто. И сейчас Маша будет уже сам пирог раскатывать, фаршировать, так сказать.
И, ну, а я буду снимать дальше. Вот тесто. Нормально так поднялось, Маша, да? Мгм. Из этого теста нам нужен круг такой сделать. Раскатать его. Умелыми руками Мария Еговна будет сейчас раскатывать круг. Мгм. Дело пошла скалка. И я пока помолчу. Женщина скалка это серьезно. Да, Да. Женщина скалка это серьезно. да. Примерно толщина. Ну, главное, чтобы на эту порцию, там, главное, чтобы противень помещился. Наш противень где-то сантиметров, наверное, 33, где-то 35, вот так где-то. Сразу уже мы поставили, сейчас вот Маша перенесла на пергаментную бумагу, чтобы потом уже вместе с бумагой готовый пирог на противень. Дело дошло до фарша, начинки. Самое главное. Самое главное. Вот так, друзья, очень ровненько по краюшку выкладываем начинку нашу. Вот такой веночек как бы получается. И весь этот пирог нужно так обойти. Вот так выглядит наш пирог. И сейчас будем по краям вот эти заворачивать. Он как Маша делает. Так нужно нежненько, аккуратненько. Руки сейчас закрывает, не видим, что она там лепит. Очень осторожненько все заворачивается. Я вот боюсь, этот противень лезет или нет наш этот по размеру. Да? Я думаю, вкусно это будет. Хорошо, что на рыбалку не пошел, да? Маша, хорошо, что на рыбалку не пошел, а остался твои пироги ждать. А вон там открыто. Видишь? Вон там открыто. Я вижу открыто с боков. Ну, Как же без моего... Без моих 5 копеек я, как обычно. Вот. Так. А потом сюда. Немножко еще надо приплюснуть. Оно же поднимется, это тесто. А теперь по щерётке вот этот оставшийся фарш. Нужно нам размазать это все, да? Да. Ой. Наверное, вкусно будет. Не наверное, а точно. Не наверное, а точно. Маша сказала. Не наверное, а точно. Все, я уверен в Маше. Вот такой, так выглядит сейчас. На данном этапе пирог выглядит вот так. Если зелень, конечно, была еще лучше. Да, зелень бы, вот сюда надо зеленый лук, там петрушку или что там, ну чтобы зелень была. И выглядело бы супер Так, вообще. еще сыр натерел. Так, теперь будем натирать сыр. Вот там 150 грамм кусочек. Грамм 150 твердого сыра. И посыпаем обильно, не жалеем. Вот это все этим сыром наш пирог. Тут он больше на пиццу, ребята, похож, но он называется пирог.
Мы называем пирогом мясным. Ну вот и все, да. Тем временем сразу включаем духовку, пускай она согреется на 220 градусов. 200 градусов поставили, и вот эти края у нашего пирога надо смазать растительным маслом. Я так тоже понимаю, чтобы для мягкости, что ли, нет? Нет? Или для чего он вот мажет? Я не знаю, почему, но Маша мажет. Секреты. Почему мажет? Говорит, секрет. Говорит, никому не скажу, почему мажет. Но Маша мажет. Не остается только принимать и смотреть. Ну вот у нас пирог готов к выпечке. Ждем. Да, когда согреется. Духовка. Мы что-то чуть-чуть немножко ошиблись. Ранее надо. Обычно включаем всегда духовку раньше. Ничего, подождем. Подождем, посидим. Поболтаем. Угу. Да, Машуня? Поболтаем. Болтай. Не хочешь болтать? Ну, рассказывай. Давно уже не готовили, а что-то вот, что делали? Работала. Работала, На огороде. потом, Клубнику чистила. да, и хотим вот совет спросить у подписчиков. Нашествие муравьев же. Ну да, парники это очень Парники это катастрофа, что там. Много очень муравьев. Маша там воевала. Целую неделю, наверное, воевала. Толку есть? Нет? Нет? бесполезно. А что, ну, например, что использовала? Ну, Я какие средства? покупала в этом магазине от муравьев какое-то средство порошкообразное. Этим посыпала дорожки, где ходят муравьи, где у них места обитания. Но, однако, они с одного места Просу переходили на другое место. я знаю, ты просу насыпала. Да, просу тоже насыпала. Ничего толку нету, да? Сказали спасибо за просу. Я откуда знаю, что они там говорят. Главное, никуда не делись, они везде все еще. Там Да. парники есть. Вот такая Такая- проблема. Если кто-то знает, конечно, поделитесь, чтобы уже наверняка, чтобы вот не так, чтобы вот это сделайте, да, и попробуйте это, а именно вот кому-то реально может что-то, кто-то вот использовал здесь это. в Нишере у всех это. У всех это проблема муравей. Да. Так что, наверное, не знаю, какой-нибудь есть, нет, рецепт какой-нибудь от этого. Так что ждем в комментариях. Может, кто-то и подскажет. Вот так. Ну а ладно, мы ждем. Вон там духовка греется. И потом уже будем наш пирог красавец отправлять туда. Переставили на противень, друзья, наш пирог. Как раз на наш противень, наша раскатка. И вот немножко еще пока стоит, пока дожидаемся разогрева духовки, тесто такое приподнимается постепенно еще. Ну, думаю, очень вкусно будет. И пышное. Скажи, Маша. Надеюсь на это. Сейчас уже надеешься. Надеюсь на это, но посмотрим. Минут- это же будет видно, минут- как после... Минут за 10 до этого ты сказала уверенно, а сейчас уже надеюсь. Ну, это потом посмотрим, как в духовке будет. Не надо мне тут лапшу вешать. Сказали, что будет вкусно, значит будет вкусно. Мгм. Духовка согрелась, друзья. И отправляем наш мясной пирог в духовку. Ну, я не знаю, что-то сомнения возникли нас насчет 220 градусов. Испечется или... Испечется, думаешь? Или сгорит там с краю? Будем смотреть. Наблюдать будем. Будем наблюдать. Да. Прошло 20 минут, но мы сделали так. 10 минут
на 220 было. Ну-ка покажи нам наш пирог. Маша, можешь показать? Это разве не чудо? Так красиво выглядит. Вот это да, Маша. Вкусно? Должно быть вкусно. Пахнет аромат вообще исключительный. Короче, мы сделали так, 10 минут на 220 градусов, и Маша решила, что это слишком жарко, и 10 минут остальные на 200 переключили. Пока наш пирог горячий, смазываем сразу сливочным маслом. И дадим остыть потом, пускай остынет. Горячим резать не будем. Режем наш пирог мясной. Так. Я пробую небольшой кусочек сначала. К нашей готовке Умка вам присоединилась. Уже как раз для... Все, вроде фарш испекся, все нормально-то. Эх, осторожно. Все мягкое, ребята, очень. Но должно быть вкусно. У меня полный рот слюней. Вот. Сейчас будем пробовать. Я, как всегда, буду пробовать с рук хозяйки. Наша. Не будем нарушать традицию нашу. Давай-ка я попробую такой мясной пирог. Ну и как? Вкусно. Да. Очень вкусно. Ни капельки не вру. Да, я это прожую, но очень вкусно. Вот, сразу ставлю 5. Угу. Вкусно. Мы боялись, что за такое короткое время фарш не испечет, ну, не приготовился. Приготовилась. Попробуй, вкусно. Угу. С чаем. Угу. Сочный, вкусный. Вкусный, вкусный, очень сочный, вкусный. Надо просто очень нежно брать, потому что он там тонко, сыр очень мягкий. Вот Умка мешается вам, вот баламут. Умка, Умка, перестань сидеть, иди отсюда. Бедлайнер зафига. Вот она была там в комнате другой и это спала, а вот проснулась и начала лаять. Съемки пришлось остановить и отпустить ее, пускай так она молчит хотя бы. Мешается, она молчит, не лает. Вот так. Ну все. Рецепт советую, потому что он реально вкусный. Пирог получается очень вкусным. Единственное, что 220 градусов, вот, это слишком жарко, и надо сначала, мы сделали так, 220, 10 минут 220 пекли, и остальные 10 минут пекли уже градусов 200, вот так. Ну, потому Ну что все, слишком уже так. Мария Олеговна, спасибо тебе за такое угощение. Получается, как в анекдоте, самая вкусная рыба это колбаса, а у меня получился сегодня то, что меня Маша не пустила на рыбалку. Самая вкусная рыба получился мясной пирог. Вот так. Очень вкусно. Готовьте, друзья, готовьте, кушайте и вспоминайте нашу семью, семью Михайловых. Всем пока, всем удачи, до новых видео, друзья мои. Пока. Пока-пока.